Доброе утро, Якутия! И вот наступила долгожданная пятница. На календаре 3 марта и завершаем эту неделю мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров. Как и прежде, мы желаем вам встретить это утро вместе с нами, зарядиться позитивом и настроиться только на хороший, плодотворный, насыщенный день. Ну а для этого мы подготовили для вас очередной интересный выпуск, и вот что вы увидите сегодня. Сегодня во всем мире отмечают День охраны здоровья слуха. Узнаем, какие болезни ушей бывают и как сохранить свой слух до глубокой старости. А также здесь расскажем о слуховых аппаратах, какие они бывают и на что обращать внимание при покупке этого чудо-устройства. Традиционно покажем наши рубрики. Помимо этого, сегодня отмечается Всемирный день писателя. И в рамках этого дня мы позвали к нам в гости будущего ведущего нашей рубрики «Книжная полка» Максима Эверстова из Национальной библиотеки Республики. Он нам расскажет, какие книги предпочитает читать и писать. Ведь он у нас молодой писатель. Но также к нам в гости придут организаторы проекта «Золотая леди», конкурсные мероприятия которого стартовали еще в конце прошлого месяца. Узнаем, что это за проект и когда подведут итоги. И завершим наш эфир музыкальным номером. Так что оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии» и будьте в курсе всех событий. Ну а сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. По данным на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 41-44 градуса мороза. В заречной группе 37-48, в южных 21-22 градуса ниже нуля. В Вилюйской группе минус 25, минус 32, в Нижнеленских минус 28, минус 29, в западных минус 15, минус 26 градусов. В Колымо-Индигирской группе Улусов это утро теплее всего в Среднеколымске минус 38 градусов и уже холоднее в Уснере минус 51. В Янских 39-47, на северо-западе 26-28 мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 41 градус. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Северо-западный ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. Днем синоптики обещают, что будет преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный с порывами от 1 до 4 метров в секунду подует в течение дня. А столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 23-25 градусов со знаком минус. Погоду мы узнали, а теперь давайте узнаем, какие праздники сегодня отмечаются на календаре и чем знаменательна сегодняшняя дата. На календаре 3 марта. Сегодня отмечают Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Международный день охраны здоровья уха и слуха. По народному календарю наступал День овсянки. В этот день почитали птичку-овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Женщины пекли овсяное печенье. Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. В этот день император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Состоялась премьера оперы французского композитора Жоржа Бизе «Кармен». Она завершилась полным провалом. Сегодня опера «Кармен» является одним из самых популярных театральных представлений. В Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати, ныне Центральный дом журналиста. Поступил в продажу первый номер американского журнала «Time». Сегодня еженедельный журнал при тираже более 2 миллионов экземпляров является одним из самых популярных журналов в Америке. В этот день родились Римма Маркова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Наталья Крачковская, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Георгий Мартынюк, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Михаил Мишустин, российский государственный деятель, политик, экономист. Именины сегодня отмечают Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев и Павел. Полина, скажи, как ты предпочитаешь слушать музыку? Ой, я музыку, во-первых, предпочитаю слушать постоянно, и я стараюсь это делать в наушниках, даже когда я остаюсь дома одна. Убираюсь я, готовлю или перед зеркалом даю концерты. Мне важно, чтобы у меня были наушники и мой любимый плейлист.
Ну а ты знаешь, что те, кто предпочитает слушать громкую музыку, особенно через наушники, подвергают себя риску потери слуха в будущем. И по прогнозам специалистов, к 2050 году почти 2,5 миллиарда человек будут страдать от проблем со слухом в той или иной степени, а 700 миллионов человек будут нуждаться в реабилитационной помощи в связи с потерей слуха. Ну, в целом информация такая пугающая. Ну, а почему ты вообще с утра пораньше завел этот разговор? Ну, потому что сегодня Международный день охраны здоровья слуха. И чуть позже у нас будет гость, с которым поговорим о том, как сохранить здоровым слух. Ну, а как быть тем, кто уже плохо слышит, особенно пожилые люди, у которых в силу возрастных изменений острота слуха существенно понижена. Об этом мы расскажем далее. Борис Корниенко исполняет для нас любимую мелодию. И на первый взгляд не определишь, что мужчина слышит только с помощью слухового аппарата. Проблемы со слухом у него с детства. Я не знаю, носит ли кто-нибудь дольше меня, я посчитал, я аппарат ношу 58 лет. И когда узнавали, ближний круг моих ребят, что я со слуховым аппаратом, все никак не могли понять, насколько это возможно. А я это считаю, ответ прост. Если в человеке музыкальный слух внутри есть, а помогает ему лучше слышать как раз слуховой аппарат, то вот для меня вот в жизни случилось такое счастье. Счастье для музыканта не только заниматься любимым делом и дарить радость людям, но и просто жить комфортно и слышать все звуки окружающего мира. Таких, как Борис Николаевич, с проблемами слуха или абсолютно глухих в стране, по разным данным, насчитывается более 13 миллионов человек. И использование слуховых аппаратов для них реальная возможность улучшить качество жизни. Категорически меняется качество жизни, потому что у нас были люди, которые даже благодаря слуховому аппарату открыли свой бизнес. То есть вот человек не дослышал, не был уверен в себе. Вот ему что-то хотелось сделать, он не был уверен в себе. У нас есть даже ребенок, который выучил 5 иностранных языков в течение 10 лет. Есть дети, которые стали учиться музыке. Но при этом, как говорят специалисты, важен правильный, а главное индивидуальный подбор аппарата. Универсальных аппаратов не бывает. Каждый человек индивидуален. Подбор слухового аппарата зависит не только от снижения слуха, а от того, как человек живет, какую позицию он занимает в социуме, или как ребенок учится, чего хотят дальше от него родители, да? От того, в какой ситуации он сегодня дома каждый день находится. Шумная семья, не шумная семья, один, не один. Это очень важные моменты, которые специалист должен обязательно учитывать. Современные цифровые слуховые аппараты – это, по сути, микрокомпьютеры. Они существенно превосходят аналоговые как по функциональности, так и комфортности. Слышимость хорошая, и там посторонних звуков не входит. Просто слышишь разговор, а так, как раньше было, слышу. Между тем, ошибки самостоятельного подбора могут привести не к ожидаемому эффекту, а наоборот серьезно ухудшить здоровье. К примеру, нельзя заменять слуховой аппарат усилителем звука, который сейчас часто предлагают в интернете. То, что продается в интернете, это аппарат, как он усилитель, это просто динамик. То есть там нет ни сфер защиты на громкий входящий сигнал. Следовательно, всегда мы испытываем стресс при громких звуках. Например, у нас существует несколько видов. Вот если вот такой крошечный, маленький, вот я его вот так положу, эти аппараты, очень много пожилых людей хотят такие аппараты носить, но при этом снижение слуха им не позволяет надевать такой аппарат. А в интернете они что-то наподобие, визуально похожее, они могут себе купить. И все это просто-напросто будет впустую. Почему? Потому что такие маленькие слуховые аппараты в связи с возрастом, определенным возрастом, лучше вообще не носить. Для того, чтобы правильно приобрести слуховой аппарат, получить достойное, комплексное, гарантийное обслуживание и не нанести себе вред, созданы специальные центры. Запущенная тугоухость может стать причиной целого букета патологических состояний, начиная от депрессии, тревожности, заканчивая болезнью Альцгеймера и деменции. А использование слуховых аппаратов – это действенный метод их профилактики. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск.
Действительно, ухо у нас это уникальный и сложный орган, который помогает поддерживать связь с внешним миром и дает человеку информацию о его расположении и перемещении в пространстве. И сейчас у нас в гостях главный внештатный сурдолог Минздрава Якутии, заведующая Республиканского сурдологического центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины Надежда Романовна Ильина. Мы поговорим о болезнях ушей и о том, как сохранить здоровье слуха и уха. Доброе утро, Надежда. Доброе утро. Доброе утро. Надежда, ну понятно, что слух надо беречь с молоду. Это такой же, да, очень важный орган для восприятия окружающего мира. А вот какие вы можете назвать самые распространенные болезни уха и какая у нас статистика в нашем регионе? Ну, сурдология, в общем, это узкое направление оториноларингологии, которое именно занимается диагностикой и лечением различных заболеваний, ну, нарушения слуха, да. И самым распространенным это, конечно же, сенсоневральная тугоухость. То есть сенсоневральная тугоухость, это, ну, причин, конечно же, очень много. Это и акустические травмы, инфекционные заболевания, ОРВИ, грипп, новая коронавирусная инфекция тоже может очень повлиять на слух. Это и эмоциональный стресс даже влияет. Еще и, конечно, внутриутробные заболевания, инфекционные заболевания матери тоже может влиять. Причин на самом деле очень много, и, конечно же, есть еще и, у них есть еще и формы. Это острая, подострая и хроническая. Острый период – это до 10, максимум до 14 дней. В этот период мы можем лечить, вернуть слух, да, можно сказать. Потом очень быстро после этого периода переходит под острую, после 3 месяцев уже в хроническую форму. То есть хроническая форма, если слуховой нерв поврежден, то он не восстанавливается. Но пациенты, конечно, должны для подбора терапии к нам обращаться обязательно. Конечно же, назначается курс сосудистой, ноотропной, нейрометаболической терапии, ну, чтобы поддерживать слух. Ну, грубо говоря, чтобы хуже не стало. Но тема, я думаю, очень интересная и полезная для каждого нашего телезрителя. Более подробно мы продолжим говорить об этом после небольшой паузы. Прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Не переключайтесь, и мы продолжим диалог с нашим гостем. Доброе утро, Якутия. В студии Кристина Якупова. Районам Якутии напомнили о запрете на проведение сельхозпалов. Выжигание сухой растительности часто приводит к крупным ландшафтным и лесным пожарам. Тем не менее, по сей день многие жители республики выступают за его узаконивание, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников на заседании оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону. Ежегодно в начале пожароопасного сезона на территории региона фиксируется большое количество термоточек, которые появляются из-за сельхозпалов. На отчетах правительства, которые в эти дни проводятся во всех населенных пунктах республики, этот вопрос часто поднимается местными жителями. Управление Роспотребнадзора подвело итоги деятельности за 2022 год. В расширенном заседании коллегии руководитель Маргарита Игнатьева выступила с отчетом. Она сообщила, что по итогам прошлого года инфекционными болезнями переболело более 600 тысяч жителей республики. Из них половина – дети. На сегодняшний день достигнуто снижение ковид и пневмонии. При этом отмечен рост заболеваний ОРВИ, гриппом, ВИЧ-инфекцией. Также возросло количество укусов клещей. Кроме этого, во время заседания участников ознакомили с основными направлениями и задачами на текущий год. Дальнейшая реализация своих полномочий, и в том числе, в первую очередь, по административной реформе. Мы также продолжим работу по профилактическому направлению, больше будем работать с субъектами, объектами и с малым бизнесом по разъяснению норм законодательства. И, конечно, будем работать в рамках целевых федеральных программ.
Амгинцы продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. Так, ученики Амгинской средней общеобразовательной школы номер 2 присоединились к всероссийской акции «Талисман добра». Помимо талисманов и открыток, они собрали свою посильную помощь. Это вещи первой необходимости, теплую одежду, а также продукты питания. Благодаря таким акциям участники СВО чувствуют сердечное тепло, внимание и заботу от своих земляков и будут помнить о тех, кого они защищают. Акция проводится бессрочно, к ней может присоединиться любой желающий. Старосты классов собрали подарки, все разложили по коробкам и красиво их украсили и отправили солдатам с пожеланиями счастья, здоровья, любви и успехов, удачи. Мы собрали талисманы, продукты питания, личную гигиену, и у всех было 100% участия. Мы им очень благодарны за их подвиг и ждем их скорейшего возвращения домой. Вторая всероссийская научно-практическая конференция открылась в Институте языков и культуры народов Якутии. Научное мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения доктора филологических наук профессору Николаю Табурокову. Его по праву называют аксакалом литературоведения Якутии. Имя автора 30 научных монографий и более 200 статей известно по всей России. Николай Табуроков был профессионалом в области сравнительно-типологического изучения тюркоязычной поэзии Сибири, Баркаштастана, Чувашии, Бурятии и Тывы. В научной конференции принимают участие не только студенты и ученые Северо-Восточного федерального университета, также в онлайн-формате с докладами выступили из других регионов. А почетными гостями стали дочери и жена видного ученого-литературоведа. Увлекался музыкой, театром. Он прекрасно пел, хорошо рисовал. И вообще, надо сказать, всегда был душой компании. К нам всегда любили приходить наши друзья. Было весело, радушно, гостеприимно. Коля всегда какие-то готовил сюрпризы. Он вообще к технике был как-то склонен. Он все умел, в доме все абсолютно мог отремонтировать, все сделать. Я всегда смеялась, когда на даче мужчины, соседи, без него никогда мотор не ставили. Ждали, хотя был там инженер, всегда ждали гуманитария. Вот разносторонним был. Мы продолжаем наш эфир. В студии у нас главный сурдолог республики Надежда Романовна Ильина. Ну, первые симптомы, первые виды болезни уха мы уже разобрали. Это тяжелая тугоухость, да? Да, сенсоневральная тугоухость. А какие еще бывают? Второе место занимает это кондуктивная тугоухость. Это как? Ну, причин, конечно, от серной пробки, начиная до хронических инфекционных заболеваний среднего уха. То есть это воспалительные заболевания. Ну, хронические отиты, наверное, слышали, да? Это и могут новообразование, атосклероз, есть такое заболевание. Причин, конечно же, очень тоже много, а самые основные эти причины. А в чем причина? Вот есть люди, которые есть как сезонное заболевание ОРВИ, а есть те, у кого сезонное заболевание это именно отиты. Ну вот, да, раз это каждый, хронические, 2-3 месяца. Ой, бывает, конечно, острые отиты и хронические. Острые отиты, конечно, если все после лечения ничего не беспокоит, все прошло, а хронические отиты могут, конечно, и сезонно, как вы говорите, и при переохлаждении могут обостряться. То есть это могут быть с гнойными выделениями. Когда переохлаждается, вот будут выделяться гноетечения из ушей. То есть, когда, конечно, от человека зависит, тоже профилактику нужно соблюдать. Что касается нашего региона, ну, все мы знаем, что у нас очень холодно. Ну, жители нашей республики, они более подвержены к тому, чтобы застудить? Ну, климатогеографические условия, конечно, у нас суровые, да, можно сказать. Конечно, именно зависит от холода. То, что у нас очень холодное время года длинное, конечно, у нас много пациентов с хроническими отитами из-за переохлаждения. Что касается слухопротезирования? Нет, давайте сейчас просто вот последнее. Сейчас весна наступает. В какой момент все-таки нам, якутянам, пора снимать шапку? Пора снимать шапку. Конечно же, шапки разные бывают. Конечно, до поздней весны надо все равно одевать шапку. В шапках нужно ходить. Друзья, берите. И когда ветрено,
даже можно и летом. Ну, легкую такую. Панамку, косынку какую-нибудь, да? И при сквозняках даже можно переохладиться. Ну, перейдем к теме слухопротезирования. Какие слуховые аппараты имеются и по каким показаниям вы их рекомендуете? Ну, слуховых аппаратов очень много. У меня тут муляж, да? По модели они различаются. Вот внешний вид слуховых аппаратов, да? Слуховые аппараты бывают заушные, вот за ушком, и вот такие стандартные вкладыши, да? Стандартные вкладыши в наружный слуховой проход одевают, и за ухом вот, ну, можно сказать, наш мини-компьютер, слуховой аппарат. Внешний вид тоже вот разные, мини есть, вот маленькие, чуть побольше есть, это от мощности тоже зависит, потом это расскажем. Есть внутриушные и внутриканальные, это самые невидимые внутриканальные. Можно... Как у агентов там всяких, да. Ну, спецслужб. Ну, не, у нас вот именно по показаниям это внутриканальные аппараты, за лесочку можно вот вытащить, она почти что совсем незаметная. Так они все вот незаметные. Да, ну да, вот с тонкой лесочкой, она более-менее заметная тоже. А вот с такими самые заметные вот со стандартными вкладышами, да, потому что у нее тут трубка толстая, а внутриушная чуть вот выпирает, видно, да. Что касается вот внешних данных, да, внутренние характеристики, опять же таки, их очень много. Они в основном подразделяются по каналам. Есть аналоговые аппараты, есть цифровые аппараты. Есть, ну, грубо говоря, аналоговые аппараты, у них один канал. Что шумит там холодильник, кто-то с кем-то разговаривает, и у них априори нет функции выделения речи, то есть у них нет разборчивости восприятия речи. За счет вот этих посторонних шумов, ну, многие не разбирают, они просто как микрофон увеличивают звук, можно сказать, да. Есть цифровые слуховые аппараты, они именно выделяют разговорную речь, можно сказать, и погашают вот посторонние шумы. Конечно же, каналов от 3 каналов до 15 каналов может быть. Ну, чем больше каналов, тем лучше аппарат именно выделяет разговорную речь. Естественно, индивидуальный подбор нужен, точечная настройка. Именно есть разговорная речь, зоны есть, да, по частотам, и настройка должна быть именно по частотам. А то есть я правильно понимаю, что слух может потерять на определенных частоте, например? Да, конечно. Например, высокие частоты совсем человек не слышит, да? Высокие частоты, да, как раз-таки вот человек может особо и не обратить. В основном начинается от высоких частот, да. Средняя частота – это разговорная зона. То есть, если средняя частота уже на спад идет, человек, ну, страдает, разборчивость речи страдает. Тут уже никак без аппарата. А если только именно на высоких частотах, то человек еще может, ну, пациент может обходиться без слуховых аппаратов. И правильно ли я понимаю, что человек может даже не знать, что он теряет слух, да? То есть, если начинается с высоких частот, конечно же, не замечает, потому что это такие... Ну, высокие частоты, такие писклявые, там птицы, чириканье птиц и так далее. Конечно же, человек может и не заметить, потому что оно, ну, постепенно начинается. Но болезнь лучше все-таки предупредить, чем ее лечить. Вот какая профилактика? У нас есть многие профессии, которые связаны с тем, что человек, допустим, в то же самое колл-центр, они постоянно находятся в наушниках. Вот как предупредить эту болезнь, какая норма допустимого хождения в наушниках и какие наушники все-таки лучше? Ну, что касается именно наушников, надо носить дозированно именно. Рекомендуется вообще носить от 40 до часу, да, в день. То есть и на комфортном, именно на среднем уровне громкости. Так как на максимальной громкости, опять же таки, как ранее говорила, что и не заметите, потому что постепенно будет снижаться слух, поэтому надо именно дозированно и на комфортной громкости слушать музыку. И, конечно же, делать перерывы. Если в шумных условиях работает, человек все равно по работе находится в такой, то есть специальные шумоподавляющие наушники. Надо носить. Вот. Ну и, конечно же, назначение врачу надо соблюдать то, что назначает врач,
к специалистам надо обращаться, если что беспокоит. Конечно, это уже надо соблюдать четко. В общем, нужно беречь слух от Да, шума. с молоду. Да, если шум у тебя на работе, то нужно надевать шумоподавляющие наушники. Да. Спасибо большое, Надежда. Спасибо за то, что сегодня вы рассказали очень интересную тему в нашем утреннем эфире. Ну и, конечно, желаем вам успехов. Спасибо. Спасибо. Двигаемся далее. В Национальном художественном музее Якутии выставлены различные экспозиции, в том числе работы выдающегося художника Владимира Карамзина. И более подробно в нашей рубрике «Музейный гид». Мы обращаемся к творчеству якутского художника, воплотившего образы героя-защитника в своих произведениях. Карамзин Владимир Семенович, заслуженный художник РСФСР, народный художник Республики Саха-Якутия. Художник, который один из первых ввел очень мощный национальный пласт в изобразительное искусство Якутии. В нем чувствуется глубокое познание традиций, истории героического эпоса Алан-Хо. На выставке представлено произведение, его графический лист «Богатырь среднего мира в пути», датированное 1969 годом и выполненное в технике травленного штриха. Приподнято героический стиль самого эпоса. Он подсказал художнику и решение образов, таких величественных, монументальных. И перед нами на листе предстает защитник, герой, сидящий на своем былинном коне, летящий стремительно на защиту людей. Он пущен, как стрела. И вот этот образ очень величественный, монументальный. Сам лист выполнен в таких очень красивых серебристо-белых тонах, а в кружеве, вплетенном в этот лист, вдруг неожиданно появляются герои Алан-Хо. Деревья, растения, животные, национальная утварь. И сам графический узор, он подобен словесному узору народного эпоса. Произведения Владимира Карамзина, они очень легкие, свободные. Это был очень даровитый художник. Его произведения хранятся в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия, в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном русском музее, в частных коллекциях. Строен станом, словно копье, стремителен, как стрела. Был он лучшим среди людей, сильнейшим среди людей, красивейшим среди людей, храбрейшим среди людей. Не было равных ему в мире богатырей. Наступил март месяц, и пора обновлять свой гардероб, ведь зима отступает, и надо еще сменить зимние вещи на весенние. А в нашей рубрике «Советы стилиста» мы вам расскажем, как подобрать стильный офисный гардероб. Доброе утро, дорогие зрители! Меня зовут Габышева Дарья, я персональный стилист. Сегодня мы с вами обсудим офисный гардероб. Именно в этой части гардероба обычно бывают сложности. С чем это связано? Такое случается, если у вас есть четкие правила и регламент на работе. Именно в этот момент мы с вами начинаем приобретать вещи-клоны, вещи идентичные, которые не совсем отражают индивидуальность. И тогда, конечно, отсутствует гармония души и тела. Я, как стилист, рекомендую вам обязательно задуматься о том, что нравится вам и только вам. И сейчас мы с вами посмотрим, какие офисные вещи стоит выбирать в этом сезоне. Самое главное – это найти основу. Основа может быть разная, она зависит от вас и от ваших предпочтений. Я рекомендую выбирать пиджак в клетку, и вообще клетчатый принт для офиса выглядит хорошо, и плюс ко всему делает гардероб более разнообразным и не монотонным. Вы можете выбирать пиджаки, жакеты, брюки, юбки разных вариантов клетки и сочетать с более базовыми, спокойными вещами. Низы выбирайте простые, которые будут легко сочетаться с разными вариантами верхов.
Здесь я подобрала юбку и брюки под жакет для того, чтобы все сочеталось сразу гармонично. Именно в визуальной зоне стоит добавлять цвет для того, чтобы разнообразить свои образы. Выбирайте цвета по настроению. Не ограничивайтесь только бежевым, черным, серым или белым цветами, которые обычно рекомендуют в офисе. Вы можете выбрать цвета, которые отлично подходят под ваш цвет глаз или ваше настроение. Именно то, что нравится вам. Данная блузка отлично подойдет в качестве основы для образа. Вы можете дополнять ее пиджаком, жакетом, кардиганами или другими вариантами вторых верхов. Здесь у нас идет трикотажный верх в ярком цвете. Вы можете носить его самостоятельно в сочетании с юбками или брюками. Базовые вещи можно назвать клеем в образе. Именно они помогают склеить непростые по дизайну или цвету вещи. Это белый базовый топ, который хорошо будет смотреться под пиджак или жакет, кардиган и другие вторые верха. Либо это может быть водолазка, лапша, другие виды лонгсливов или изготовленные из других материалов. Цвет также выбирайте тот, в котором вам будет комфортно. В офисный гардероб многие выбирают стандартную белую рубашку. Я рекомендую уже отойти от этой истории, потому что белые рубашки, они уже приелись, да, и мы ими перенасытились, поэтому выбирайте альтернативные варианты. Выбирайте молочные, бежевые оттенки, выберите голубые цвета. Здесь у нас блузка в таком вот жемчужном оттенке, очень хорошо смотрится, выглядит воздушно, женственно. Ее можно носить как самостоятельный предмет гардероба, так и дополнять вторыми верхами. Такая блузка хорошо будет смотреться, опять же, как с юбкой, так и брюками. Именно поэтому эту блузку точно можно назвать базовой и совершенно универсальной. Когда вы подбираете платье для своего гардероба, обязательно обратите внимание на то, с чем вы в дальнейшем будете его сочетать. Платье – отличный вариант для того, чтобы быть самостоятельным предметом гардероба, но также хорошо, если платье ваше будет работать на ваш гардероб на 100%. Вы сможете дополнять его вторыми верхами, различными вариантами аксессуаров, ремней, дополнять его различной обувью по стилистике. Тогда это платье точно стоит брать. Здесь у нас лаконичное платье в лавандовом цвете. Этот цвет можно назвать альтернативой белому в данном случае. И сочетать можно будет как с черными, так и со светлыми пиджаками и жакетами, кардиганами, свитерами, объемными поверх платья. Поэтому, когда вы выбираете платье для своего гардероба, помните, что оно должно быть не на один раз, оно должно прослужить вам долго. Как стилист рекомендую подбирать для работы отдельную капсулу. Именно тогда ваш гардероб сможет хорошо и долго вам служить. Капсула – это идеально подобранные вещи, которые хорошо сочетаются друг с другом. Помните, что верхов всегда должно быть больше, потому что в офисе именно верха являются вашей визитной карточкой. Вы пишите для себя на листочек, что вам нравится, что вы любите, какие цвета и фасоны доставляют вам радость и удовольствие. Если вы будете ходить на работу в той одежде, которая нравится вам, поднимает вам настроение, то и рабочий день у вас будет проходить на отлично. Всем хорошего рабочего дня. Пока-пока. Сегодня, как уже было сказано, в рубрике «Даты и события» отмечается Всемирный день писателя – праздник творческих людей. В России эта дата отмечается сравнительно недавно и считается узкопрофессиональным праздником. И отмечая этот день, к нам в гости забежал молодой писатель, ведущий нашей рубрики «Книжная полка» Максим Эверстов. Максим, доброе утро. Доброе. Наконец-то мы видимся не через экраны. Да. Максим, ну расскажи, как ты начал увлекаться книгами и какое произведение у тебя было самым первым? Наверное, начал писать я в университете, пробовал, писал рассказы, на роман, как это водится, терпения не хватало. И помню, первым таким более-менее успехом, наверное, был рассказ «Кеп Добряк». Он выходил в газете «Якутия». И после этого еще я был в небольшой команде Владимира Федорова. Он у нас в университете собирал литературу центричных людей. И после этого мы какие-то такие рассказы экспериментальные писали. Но все равно это было как-то как хобби скорее. И такое большое что-то пришло уже позже, когда вот я новую фантастику получил. Это было только вот в 22 году, в самом начале. В 21 году отправил рассказ на конкурс. Я время от времени отправляю на конкурсы, чтобы... Если писатель сидит на месте, ничего к нему само не придет. Тут нет такого, что издатель в окно постучится и скажет: «Привет, хочешь книгу?». Поэтому я везде отправлял, где-то что-то как-то выходило. И вот это выстрелило. В 21 году в декабре отправил, и где-то в мае
Уже 22 года было награждение, такое пока что заочное. Это вот эта награда? Да, вот эта награда, Давайте да. его покажем нашим телезрителям. Такая награда. Новая фантастика. То есть это основной из жанров, в котором ты творишь. Я, да, творю фэнтези в основном, но иногда в антиутопии. Но фэнтези входит как бы в фантастику. Мы, когда говорим фантастика, мы имеем в виду не только фантастику. Что там, колдуны, ведьмы или там освоение космоса, пришельцы? Освоение космоса скорее будет не фэнтези, это будет как раз в научной фантастике, либо в космоопере. А фэнтези это в нашем мире происходит, либо в соседнем, и там наука еще не так развита, там более основывается как раз вот где-то на магии, где-то на приметах каких-то, да? Да. Вот, и потом вот стал момент, когда вышел «Лес на карантине», сборник мой полностью из рассказов. Издательство «Аяр» предложило: хочешь, твои рассказы напечатаем? Вот, и я согласился, тем более попросили писатели, то есть тоже писатель, разговаривал с писателями. Вот. Я даже посмотрю, какой тираж был, потому Смотрите. что мне очень интересно. Да. А вообще, вот как у нас развивается среди молодых писателей тираж 1500 экземпляров, друзья? Это Хотели 3 изначально. Хотели но потом 3, да? там сказали, что давай рисковать сильно не будем, если все это зайдет. А тираж почти весь продали, распродали, кстати, уже, да. Вот вообще, как у нас, много ли молодых писателей и какие жанры, может быть, предпочтительнее? Если говорить про Якутию, то у нас есть совет молодых писателей, куда я вхожу, мы там время от времени делаем мероприятия, и есть люди, которые пишут и раз в 2 года участвуют в совещании молодых писателей. У нас есть такое совещание, по итогам которого выбирают лучших. Вот, например, в прошлом году как-то так получилось, что в русскоязычной секции я победил, меня отправили в Химки. И вот в Химках в Москве, в Подмосковье, я впервые увидел, сколько писателей, оказывается. Там были сотни писателей, относительно молодых. Там молодой писатель, оказывается, понятие растяжимое. Это может быть и начинающий писатель, и может быть до 35. Там и начинающие могли быть некоторые седые писатели, как бы такой молодой. И там вот действительно произвело впечатление, потому что там много-много писателей, все они вместе говорят на одну тему, все они объединены, это было очень прикольно. Ну, действительно, получается, что это очень популярное, как бы такое, если можно сказать, движение, да? Тем более жанр фэнтези-фантастика, он не устаревает. То есть вот он поднялся до определенного уровня, и он не падает. Что касается жанров, да, ты работаешь еще и в библиотеке. Да. Наверняка ты знаешь, видишь какую-то тенденцию. Сейчас вот молодое поколение какие книги предпочитают? Достоевский — это все-таки все та же нестареющая классика, или же фэнтези вот нас вытеснит? Но если говорить про такого нашего типичного читателя, то он, как ни странно, берет, ну, может быть, для кого-то не странно, для меня было вначале странно, когда я пришел работать, он берет якутскую классику, он берет Тыгын Дархан, например, Далана, он берет краеведческую литературу, он смотрит газетный фонд. Вот. Молодые берут нон-фикшн, например. Что это? Психология. Там какая-то книга по коммуникации или по как заниматься бизнесом онлайн, вот какие-то такие вещи. Так что нон-фикшн, он еще берется активно-активно, даже в бумаге. То есть, казалось бы, да, такие книги сами по себе говорят: скачай онлайн, посмотри, да, там, как писать книги, например. А они берут бумажную, потому что все-таки это и для зрения полезно, и для мозга. Мы, оказывается, когда листаем бумажную книгу, мы все-таки больше... Создаем нейронные связи. Да, и удовольствие больше получаем. Ну вот сейчас ты отметил, что очень много, да, молодых писателей, начинающих писателей. То есть это связано как-то со временем. То есть в прошлом, скорее всего, было сложнее, наверное, как-то вот в то же время выбиться, показать свое искусство, да. То есть это было достаточно сейчас трудно сделать. Формы разные. Ну, я про времена, когда на печатных машинках печатали, да? И до даже это. Еще да. Вот. А сейчас, вот как на твой взгляд, это лучше, что в связи с интернет-платформами, то есть все развивается? Но здесь такой двоякий момент. Для меня, конечно, лучше, потому что я понимаю, как работает интернет, куда отправлять, что. Хотя конкурсов проходит так много, что иногда я удивляюсь, с какой скоростью они проходят. Я отправляю на 1, а на остальные 9 я не успеваю отправлять, потому что там во многих конкурсах, почти во всех, есть условие, что он не должен участвовать в других конкурсах, какой-то рассказ. Именно на эксклюзив. Да, конечно, это так и проходит. Вот сюда я отправлял рассказ «Я голем», и этот рассказ мне нельзя было еще год куда-то отправлять и вообще кому-то давать даже в руки. Только там было... В такой приватной беседе организатор конкурса говорил только друзьям и родственникам, которые не могут разместить в сети. То есть вот такой вот договор был. А насчет того, как вообще это проходит, например, Гаврил Андросов, да, и Наталья Халампиева, это вот у нас в Союзе писателей, они могут посодействовать, они могут помочь,
какому-то талантливому писателю. Так что у нас с этим дело обстоит хорошо. Здорово, Максим, большое спасибо. Тебе желаем творческих успехов, да, чтобы было еще больше хороших, интересных произведений. Ну и в целом... Побольше тиражей, Спасибо. которые раскупаются сразу. Обязательно. Вкратце, где можно найти твои книги? «Лес на карантине» продается во всех магазинах «Аяр» и в печатных киосках. А «Новая фантастика» — это московская книга. Поэтому ее на Вальберес можно взять и на Озоне. Ну, в онлайн-магазинах есть. Не проблема. Отлично. Я вам оставлю книжку, обязательно подпишу. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, ну мы продолжаем и сейчас передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Капитальный ремонт 57 школ проведут в этом году в Якутии. Из них 15 объектов расположены в арктической зоне. Для этого выделили федеральные субсидии на сумму более 2,5 миллиардов рублей. В республике для создания комфортной среды создан штаб родительского общественного контроля за ходом ремонта, оснащения, оборудованием с охватом родителей, учащихся и общественности. Ход подготовки к капремонту обсудили на заседании у вице-премьера Сергея Местникова. Руководители муниципальных районов и городских округов доложили о проводимой работе на местах. Мобильный вид мошенничества стал популярен в последние годы. Только за прошлый год по сумме ущерба жители Мирнинского района отдали в копилку мошенников более 60 миллионов рублей. К сожалению, количество преступлений растет, поэтому сотрудниками полиции Мирнинского района активно ведутся оперативно-профилактические мероприятия по информированию граждан посредством привлечения средств массовой информации, раздачи листовок «Как не стать жертвой мошенников». Действует определенная группа лиц, как правило, есть так называемые вербовщики, те, кто совершает определенные действия по изысканию так называемых карт, на которые переводят денежные средства, те лица, которые, соответственно, эти деньги обналичивают в банкоматах и переводят их на дальнейшие счета. Поэтому здесь, как правило, действует организованная группа, и действует она по всей территории Российской Федерации и за ее пределами, ввиду чего раскрывать такие преступления вызывает определенные сложности, но раскрытие имеет место быть, группы устанавливаются, ловятся. Медосмотры у узких специалистов пройдут жители сел Алданского района. Бригада врачей будет работать в Чагде и Кутане. В ее составе педиатр, стоматологи, гинеколог, терапевт, врач-эндоскопист, УЗИ-диагност, невролог, офтальмолог, лаборант, рентген-лаборант, стоматологическая медсестра. Врачи навестят маломобильных пациентов на дому. По результатам осмотров и обследований при наличии показаний сельчане будут направлены на госпитализацию в Алданскую центральную районную больницу. А в Якутске ярмарка здоровья прошла в средней школе номер 5. Врачебный осмотр, который проводится силами Республиканской клинической больницы, давно стал доброй традицией. Ежегодно медики разных направлений консультируют, ставят диагнозы и при необходимости дают направление на госпитализацию. А акция призвана обеспечить педагогам доступ к медицинскому обслуживанию. Не секрет, что в силу занятости преподаватели часто откладывают поход к врачу. Ярмарка здоровья позволяет пройти обследование прямо на рабочем месте и в кратчайшие сроки. Это традиционное мероприятие, которое проводит Якутская городская клиническая больница. И для 5-й школы это традиция. Учителя – это особая категория специалистов, которые работают по расписанию. У них нет возможности стоять в очередях, отдельно какой-то день получать. Поэтому такие мероприятия дают возможность учителю поправить здоровье, получить консультацию и так далее. В Якутии отмечается рост численности лосей, косуль, благородных оленей и соболя. Подсчет ведется методом зимнего маршрутного учета в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях. Специалисты связывают это с повышением качества учетных работ и охватом отдаленных и труднодоступных охотничьих угодий. В этом году запланировано пройти 130 тысяч километров учетных маршрутов. По результатам мониторинга будет сформирован ежегодный отчет и представлен в Минприроды России. К этому часу у меня вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. В
столице региона в конце прошлого месяца стартовал проект «Золотая леди-2023», целью которого является объединение старшего поколения с подрастающим. И более подробно о нем мы сейчас поговорим с ее организатором. Это Яна Угарова, основатель журнала «Журфикс». Она пришла к нам в гости с Марией Гущиной. Это ученица 10 класса школы номер 6 города Якутска, которая является участницей этого проекта. Яна, Мария, доброе утро. Здравствуйте. Ну, расскажите нам о проекте и когда пришла идея. Ну, вообще, надо сказать, что конкурс «Золотая леди» был основан в 2019 году после городского фестиваля для людей старшего поколения «Золотая пора». Вот. И с тех пор, вот в этом году 4-й раз проводится конкурс. Ну, понятно, что во время пандемии, значит, он проходил онлайн. А в прошлом году весной мы с общественным движением «Воспитание всем обществом» решили объединить усилия и подали заявку на фонд президентских грантов. Но у нас это было уже не только конкурс для женщин старшего возраста, но и там была образовательная часть, что, значит, старшее поколение учит младшее, младшее учит старшее. Благо, есть чему учить и тем, и другим. Вот. И к нашей радости мы грант выиграли. И вот осенью состоялась образовательная часть, а сейчас у нас идет конкурсная, в которой принимают участие аж 63 женщины. Ух ты, действительно масштабное мероприятие. Вот как вы можете за это время, что у вас уже этот конкурс идет, оценить, существует ли все-таки конфликт поколений или уже все со временем все-таки сглаживается? Вот, наверное, Маша может ответить как от лица младшего поколения, но я хочу сказать такую вещь, да, все-таки, допустим, если бы это были родители и дети, возможно, это было бы, ну, там существует конфликт, а когда тут все-таки возраст бабушек, да, потому что наш проект рассчитан на женщин 60+, да, то есть это возраст бабушек и школьники. Там нету конфликта. Вот я сама как бабушка могу сказать, что с внуками совершенно другие отношения, чем с детьми. Ну и Маша, что считает? Что вы думаете по этому поводу и как вы попали вот в этот конкурс? На самом деле, да, если смотреть на взаимоотношения старшего поколения и детей, то это прям вау. Потому что леди старшего возраста, они очень охотно на самом деле слушают то, что рассказывают дети. И детям самим тоже очень интересно о разных временах жизни старшего поколения. Попала я в этот проект, ну, на самом деле, случайно. Да, мой руководитель киберволонтеров Анна Дмитриевна, она позвала нас провести мастер-класс для леди старшего поколения. До этого момента мы все это время проводили именно для наших ровесников. Для детей помладше, для школьников. Разные занятия по кибербезопасности. В этот раз мы перешли на новый уровень, грубо говоря. Да, и стали проводить такие вот мастер-классы для людей старше себя. Да, и это очень огромный, колоссальный опыт, потому что, ну, дети, к ним нужно находить подход. Они все разные, а люди постарше, они охотно слушают из-за того, что они много чего не знают по кибербезопасности. Они очень охотно слушали о том, какие фишки могут быть в телефоне, о том, как защитить себя от мошенников. И даже сами принимали участие, рассказывали, какие у них были ситуации, связанные с этим. Вот я свидетель, да, это было очень интересно. Вот 3 девочки, вот киберволонтеры, рассказывали нашим участницам конкурса «Золотая леди», да, вот именно про фишки. Вот очень, кстати, вот эта тема, да, мошенничество, интернет, да, очень актуальная тема, да, и там прямо просто открыв рот во все глаза, девочки очень интересно рассказывали, потом еще показывали в телефоне, как это все делается. А где в целом вот территориально происходит конкурс? Значит, конкурс был объявлен в конце января, как вы уже сказали, да, и женщины со всей республики подали заявки. И, какие красивые леди! Да, это в 2019 году, да, это на церемонии награждения. В общем, они подали заявки, и теперь вот проводятся мастер-классы вот всю эту неделю, да, для жителей города и близлежащих улусов во Дворце детства мы проводим, а для дальних улусов онлайн. Благо у нас есть опыт. Ну, мне кажется, да, времена пандемии у нас очень научили, сделали такой резкий скачок. И теперь каждая бабушка умеет это вот включать. У нас в прошлые года даже участвовали
Бабушке 95 лет у нас была участница. Ух ты, Да. самая взрослая. И как вы будете подводить итоги да. и в целом какие планы? Какой вообще итог вот этого конкурса? Все-таки выбирается лучшая бабушка и лучшая там внучка, да, так скажем? Нет, не совсем. Конкурс, он вообще для золотых леди, да, поэтому он так называется. У нас сейчас, хочу сказать, идет голосование на сайте жюри ЕКТ.ру. Вот, оно продлится до 6 марта, и можно проголосовать за понравившуюся вам участницу. Вот. Но победительницу конкурса будет определять жюри во главе с председателем Ассамблеи народов Якутии Александром Подголовым. Да? Жюри сейчас активно работает, и вот он выберет золотую леди, вице-золотую леди и вторую вице-золотую. Ну, как это положено, да? Но смотрите, все-таки это не конкурс красоты. Что мы учитываем? Естественно, приятная внешность, она приветствуется, да? Но помимо этого бабушка должна быть энергична, бодра, весела, да? Позитивна. Вот эти вот вещи очень важны в наше время, да? И очень отрадно, что, собственно говоря, наше старшее поколение, вот оно такое. И оно готово этим поделиться. Они часто вообще принимают активное участие? Или же, наоборот, они только по первому были такие с опаской? Может быть, это не для нас? Ну, смотрите, да, вот в 2019 году у нас было 52 участницы. Во время пандемии, конечно, их стало меньше, это понятно, да. И вот мы с радостью сейчас наблюдаем 63 участницы от 60 до 81 года. Как думаете, в чем секрет такой популярности? Вы знаете, я просто думаю, что в наших мамах, да, как бы для кого-то бабушках, для кого-то прабабушках, да, на самом деле очень много энергии. И они, и она, так скажем, не очень реализована. И вот в такого рода конкурсах, это ведь не только конкурс, это вот мастер-классы по кибербезопасности, у нас был мастер-класс по финансовой грамотности, да, даже фитнес-занятие было для них. Бабушки-то у нас фору всем дадут, вот даже сейчас вот потеплеет, выходишь на улицу, молодежь спит. Бабушки занимаются фитнесом. Точно. Их скандинавской ходьбой, там все такое, да. Потом у нас мастер-классы по красоте. Вот вчера была встреча с модельером, со стилистом, да. И они с удовольствием ходят и прямо вот впитывают эти знания и очень благодарны. Очень интересная информация. Большое спасибо. Ну, друзья, мы напоминаем, что еще можно проголосовать за понравившуюся участницу. Это нужно перейти на сайт жюри.ekt.ру. Проходите по ссылке, активнее голосуйте. Большое вам спасибо, что вы скрасили наше утро и пришли и рассказали нам о таком интересном проекте. Спасибо, что пригласили. Спасибо огромное. Спасибо. Да, и желаем развития проекта. Спасибо. Друзья, ну а на этой замечательной ноте мы бы хотели вам пожелать отличного дня. Сегодня, напомним, пятница, впереди выходные. Я думаю, что вы уже много запланировали, что будете делать. Ну а мы бы хотели завершить наш эфир небольшим музыкальным подарком. Всем пока. Жили-были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон. Помнишь, по камням босиком, ты папе нам трико, как это далеко. Знаковые даты встают, их тебе как песню дарю. Сколько лет тому зданию, в котором 200 зим, воздух невыносим. Старый темный узкий подъезд, здесь делили воду и крест. Праздновали свадьбы невест, всем миром на одной я встретилась с тобой. Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Во дворе, чтобы играли пацаны на гитаре. Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
пятерки сломанный руль. Мы играли в жизнь, мы изображали жизнь.